В Кыргызстане наступает поэтапный переход на 12-летнюю систему образования. Данная реформа коснется всех без исключения, так как в каждой семье есть дети дошкольного или школьного возраста. Как отмечает Министерство образования, основную цель 12-летнего образования необходимо воспринимать как воспитание и образование конкурентоспособного человека. Махлия Назарова, жительница города Карасо, привела свою 6-летнюю дочь в среднюю школу имени Бабура, расположенную недалеко от ее дома. Не зная точно, в какой класс отдать дочь в связи с переходом на 12-летнюю систему образования, она обратилась за информацией к специалистам. Я пришла со своей дочкой сюда. Мне четко и подробно рассказали о преимуществах 12-летнего образования. Дочка в этом году пойдет в 1 класс. При переходе на 12-летнюю систему обучения многие родители задаются вопросами, станут ли дети учиться дольше, не будет ли сложно для детей так рано начинать учебу. Не нужно беспокоиться, потому что по факту нынешняя система образования Кыргызстана уже 12-летняя. Только специалисты говорят, что выглядит она по-другому. Единственное, нулевой класс будет называться 1 классом, поэтому здесь ничего нет такого затруднительного. И в 1 классе учащиеся также будут учиться с помощью игровых методик, социализации, они будут привыкать к школе. В этом году школы будут принимать детей в 1 и 2 классы на новый учебный год. Для этого уже началась электронная регистрация. Родители, не понимающие процесс регистрации, посещают близлежащие школы и получают информацию от ответственных специалистов. В каждой школе назначены учителя, ответственные за эту задачу. В этом учебном году нам дали 5 квот на 1 классы. Кроме этого, нам выделили еще 3 класса по дополнительной регистрации. Каждый день к нам обращаются родители за информацией, и мы на месте объясняем им все процедуры. Согласно открытым данным, сегодня около 150 стран мира используют 12-летнюю систему образования. Среди них США, Канада, Австралия, большинство европейских стран, Китай, Япония, Южная Корея. Остались только страны СНГ, которые еще не полностью перешли на 12-летнее обучение в целях соответствия мировым образовательным стандартам. В основном европейские страны, которые не принимают 11-летнее образование. У них по требованию ученик должен оканчивать 12-летнюю, то есть школу, да, получить 12-летнее образование. Поэтому либо же выпускники наших школ, которые 11 классов закончили, они должны получать 1 год подготовку, то есть Foundation Year называется, непосредственно именно в той стране. А потом только имеют право поступать на программу бакалавриата. 12-летняя система образования предоставляет прекрасную возможность подготовить выпускников к глобальной конкуренции. По словам Айджан Абдуваповой, специалиста по продвижению сингапурской методики преподавания, данная реформа позволит выпускникам покидать школу с определенным уровнем профессиональной подготовки, а также будет способствовать снижению безработицы. Сейчас в мире насчитывается более 400 миллионов безработных людей. В будущем их число достигнет до миллиарда. Главная причина – искусственный интеллект. Они заменили многие профессии. В связи с этим мы должны обучать с малых лет нескольким профессиям. 12-летнее образование как раз-таки способствует развитию профессиональных навыков у школьников. В настоящее время подготовка к реформе образования идет полным ходом. Учителя проходят подготовку по программам сингапурского и STEAM образования. Разрабатываются стандарты по предметам, переводятся учебники и разрабатываются новые учебные материалы. Их упрощают, чтобы сделать их доступными и понятными для школьников. В каждой теме мы стараемся делать упор не на теорию, а на практику. Например, возьмем химию. Чтобы объяснить, что такое кислота, мы даем сотни формул разных кислот. А нужны ли все эти формулы им? По кембриджской системе мы учим детей пользе применения того или иного предмета в жизни. В настоящее время ведется работа по разъяснению информации об особенностях 12-летнего образования во всех регионах. Еще одним преимуществом новой системы является то, что учащиеся 10, 11 и 12 классов получают профессиональное образование. Им предоставляется обучение по 11 различным профессиям.
В старших классах общеобразовательных школ намечено внедрение профильного обучения, углубленное изучение предметов по способностям обучающихся. Особое внимание будет уделяться практическим занятиям. Также в старшей школе планируется внедрить дополнительные профессиональные программы подготовки для освоения учениками начальных трудовых навыков по определенным рабочим профессиям в формате дуального образования. С момента, как в стране начнут выдавать аттестат о 12-летнем образовании, продолжительность обучения в высших учебных заведениях может еще больше сократиться, как и в других странах. Это связано с тем, что в университетах на первом курсе часто повторяются школьные программы, такие как государственный язык, математика. А при 12-летней системе образования, возможно, такого повторения уже не будет, говорят специалисты. Сегодня мы говорим об интеграции в мировое образовательное пространство. Если раньше, допустим, мы не имели возможности выезжать за границу, учиться в престижных университетах, престижных школах и так далее, то сейчас для нашего будущего поколения открывается эта возможность. И для интеграции мы должны все-таки уравнять систему образования. И это касается не только методики преподавания, не только использования учебников и других каких-то методических пособий, но и саму вот эту вот градацию. Тем временем электронная запись учеников в 1 и 2 классы началась. Сейчас пройти регистрацию можно на сайте Министерства образования или в приложении Түндүк. В приложении Түндүк этот процесс облегчен в разы. Это нововведение нацелено на упрощение процесса подачи заявок и экономию времени родителей, так как теперь все действия можно выполнить прямо с мобильного устройства. До этого запись в школу проводилась на сайте Министерства образования. Теперь это выводим в мобильном приложении Түндүк. Это для тех, кто... мы когда начали анализировать вместе с Министерством образования, пришли к выводу, что Министерство образования предложило нам, чтобы мы заранее записали всех по прописке. Чтобы записать ребенка, достаточно открыть приложение Түндүк, зайти в раздел «Услуги» и выбрать пункт образования. Далее необходимо выбрать ребенка из списка, указать школу, предложенную системой, язык обучения, ввести контактные данные и нажать кнопку «Записать в школу». Электронная запись ребенка в школу осуществляется в 2 этапа. Первый продлится до 2 июня. Ранее данная услуга предоставлялась через веб-сайт Министерства образования, где родители должны были предоставить от 5 до 7 различных справок. Теперь родителям не нужно этого делать. Единственное, что родитель должен сделать, это в рамках приложения подтвердить заявку своего ребенка. И это подтверждение необходимо сделать до 1 июня 2025 года для всех детей 2018 и 2019 года рождения. В случае, если предложенная школа не подходит, родители могут отказаться от нее, объяснив причину отказа. Однако это перенесет заявку во 2 этап. Со 2 этапа, который стартует 2 июня и продлится до 15 августа, родители смогут выбрать школу на основе наличия свободных мест. Если при регистрации родитель выбрал не тот язык, то нужно будет обратиться с заявлением к нам в Министерство образования и ждать 2 этапа. А если родители ошибочно выбрали не ту школу, то эту ошибку исправить не получится. И тогда ребенку придется идти в ту, которую родители выбрали по ошибке. Также родителям до 1 июня нужно уточнить данные по прописке. Для этого можно зайти в приложение Түндүк и зайти в раздел «Справки», выбрать «Справка о месте регистрации граждан». Для проверки места регистрации родителей в приложении Түндүк доступна услуга «Справка о месте регистрации». Также, если родители желают поменять прописку в мобильном приложении услуг, также доступна онлайн-прописка. Родителям нужно до окончания 1 этапа 1 июня родителям нужно проверить эти данные, потому что в случае отказа записи в ту школу, которая предлагается автоматически системой, им нужно будет решить вопрос с местом прописки. Подводя итог, можно сказать, что от перехода на 12-летнее обучение в выигрыше будут все стороны. Введение 12-летки раздвигает границу получения школьного образования, начиная с 6 лет, тем самым увеличивая подготовку образованных и воспитанных детей в системе школьного образования, а соответственно и в стране.
Ермек Куренкеев, Руслан Бароненко, ЛТР. Итоги недели.